Модуль 5. Здоровье и безопасность. Это Фархот и Зебо. Они приехали в Великобританию по программе сезонных работников работать по контракту на ферме. В предыдущем модуле мы узнали об условиях проживания и об адаптации в новой среде Великобритании. В этом модуле мы расскажем, как в условиях работы на ферме позаботиться о своем здоровье и безопасности. Еще до поездки вы должны знать о том, как беречь свое здоровье и знать, где можно получить помощь при необходимости. Перед поездкой Фархот и Зебо проверяют свое здоровье и готовятся к работе на ферме. Ознакомьтесь с требованиями к состоянию здоровья на ферме. Вы должны быть в хорошей физической форме. Вы будете выполнять очень много ручной работы, иногда в течение нескольких часов. Вам, возможно, придется носить корзину, а наполненная корзина весит около 25 кг. Вы должны иметь сильные мышцы рук и гибкость кистей. У вас не должно быть аллергии, которая может быть вызвана работой на ферме. Аллергии на овощные или садовые культуры. В случае наличия хронических заболеваний посоветуйтесь с лечащим врачом при принятии ответственного решения об участии в программе сезонных работников. Ваш работодатель должен создать вам благоприятные условия для работы на ферме. Перед началом работ на ферме вам должны провести инструктаж и объяснять существующие правила охраны труда и техники безопасности на русском языке. Работодатель должен предоставлять вам перерывы в работе, отгулы и выходные дни. Оператор программы должен объяснить, как пользоваться своей медицинской страховкой, предоставлять гигиеничные и безопасные жилищные условия, а также обеспечивать доступ к безопасному и эффективному транспорту, заботиться о вашей безопасности от внешних угроз. Если вы считаете, что ваш работодатель не принимает надлежащих мер по обеспечению вашей безопасности, сообщите своему оператору. Находясь на ферме, вы сами также должны заботиться о своем здоровье, следить за температурой воздуха на улице, одеваться по погоде, соблюдать режим труда и отдыха и, конечно же, технику безопасности. Ваша ферма должна бесплатно предоставить вам средства индивидуальной защиты для вашей безопасности. Какие есть риски при работе на ферме? Прежде всего, это физический труд, в результате которого у вас может уставать спина, руки или ноги. При выполнении работ также нужно будет использовать специальные средства защиты. Это может быть защита от садовых химикатов, режущих инструментов или защита рук от повреждений. Как вы можете обезопасить себя, работая на ферме? Ознакомьтесь с правилами и процедурами охраны труда и техники безопасности на ферме и всегда соблюдайте их. Узнайте, кто из работников на ферме может оказать первую медицинскую помощь. Всегда на работе носите свои средства индивидуальной защиты и поддерживайте их в хорошем состоянии. Соблюдайте личную гигиену и чистоту в жилом помещении. Поддерживайте связь с семьей и друзьями на родине. Не перерабатывайте, важно давать себе отдыхать физически и морально. Старайтесь питаться здоровой пищей, не забывайте пить воду в течение всего дня. Если вы чувствуете, что заболеваете, то лучше попросите больничный, регулярно делайте перерывы. Перед поездкой вы должны обсудить с оператором все условия вашей медицинской страховки, так как они могут быть различными в зависимости от фермы и оператора. Вам не нужно будет оплачивать за медицинские услуги, покрываемые вашей страховкой. Вы должны следовать процедурам, установленным оператором программы, и информировать свою страховую компанию, прежде чем получать какое-либо лечение. Это нужно для того, чтобы убедиться, что соблюдена правильная процедура оформления страхового медицинского случая, иначе вам придется оплачивать свое лечение самому. Возможно, вам придется оплачивать часть расходов по отдельному страховому случаю, покрываемому вашим страховым полисом. Это будет зависеть от условий вашего страхового полиса. Уточните у оператора, что именно покрывает ваша страховка. Помните, если вы потеряли трудоспособность из-за несчастного случая или болезни, вы не сможете остаться в Великобритании по этой программе, и, скорее всего, вам придется вернуться в свою страну. По этой причине не забывайте строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности на работе. В новой стране и новых условиях жизни вы можете какое-то время испытывать стресс. Это нормально. Но если вы в течение длительного времени чувствуете, что не можете сами справиться с проблемами здоровья или вы попали в экстренную ситуацию, вам необходимо обратиться к менеджеру на ферме или своему оператору программы. Если вам нужна экстренная медицинская помощь, звоните 999 или 112.
Мы подошли к концу 5-го модуля о здоровье и безопасности. Надеемся, вы получили достаточную информацию по этой части программы. Вы можете проверить свои знания, ответив «да» или «нет» на утверждение на экране. Заботьтесь о своем здоровье, соблюдайте технику безопасности и режим труда и отдыха и храните номера телефонов для экстренных случаев. В модуле 6 мы подробнее разберем вопрос финансов и оплаты труда в рамках программы сезонных работников.